Время новостей на телеканале «Осетия». В студии Алина Хасцаева. Смотрите в этом выпуске. Североостинским спортсменам-паралимпийцам Альберту Хинчагову и Чермену Кубесову вручили государственные награды. Церемония награждения прошла в Кремле. В Северную Осетию прибыла делегация из Санкт-Петербурга. Гости приехали почтить память легендарного капитана ледокола «Арктика» Юрия Кучиева. На полной скорости во Владикавказе прошел Кубок СКФУ по мотокроссу. Участники – спортсмены из 15 регионов России. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды чемпионам Паралимпийских игр в Токио в Кремлевском дворце. Среди них паралимпийский легкоатлет Альберт Хинчагов, чемпион в метании ядра, удостоен ордена дружбы, а бронзового призера в беге на 400 метров Чермена Кубесова наградили медалью за заслуги перед Отечеством второй степени. Награду ему вручал помощник президента Игорь Левитин. Напомним, российская сборная заняла 4-е место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр. В активе наших спортсменов 118 наград. 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, поздравляю вас всех с такой невероятной победой. Владимир Владимирович, хочется вам сказать большую благодарность за мощную Россию и сильную. Игорь Касабиев освобожден от исполнения обязанностей вице-премьера Северной Осетии по собственному желанию. Соответствующий указ подписал сегодня в Рио главы республики Сергей Миняйло. Количество новых случаев заражения коронавирусом снизилось на 5,7%. Об этом стало известно на очередном аппаратном совещании. Заседание провел в Рио председателя правительства Республики Таймураз Тускаев. Говорили о диспансеризации в населенных пунктах и отдаленных селах. К медицинским осмотрам подключили 2 недавно полученных флюорографа. Таймураз Тускаев поручил Министерству здравоохранения строго контролировать работы в медучреждениях, а также решить вопрос приобретения транспорта для перевозки медицинского кислорода. Также на совещании обсудили строительство социально значимых объектов в рамках нацпроектов. Есть опасения несвоевременной сдачи в эксплуатацию нескольких детских садов. В селениях Гизель и Нижняя Саниба недостаточное количество рабочей силы, а именно нет каменщиков. В Рио премьера поручил продолжить контроль на строящихся объектах. Активно обсуждалась и реализация поручений президента России Владимира Путина в рамках встречи с руководителем региона Сергеем Миняйло. Так, в ближайшее время будет выбрана территория для строительства реабилитационного центра. Правобережный, Пригородный и Алагирский районы готовы выделить свои земельные участки. В Рио председателя правительства Республики Таймураз Тускаев призвал обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти. В числе приоритетных задач правительства республики также работа по подготовке программ модернизации и развития таких сфер, как образование, культура и спорт. Над этим поручением в Рио главы республики Сергея Миняйло в настоящее время идет работа в профильных ведомствах. В Сочи продолжается 25-й форум современной журналистики «Вся Россия-2021». Среди участников журналисты из всех регионов России и зарубежья. Программа форума насыщенная, встречи, мастер-классы. Каждый регион готовит свою презентацию. На месте работает и наша съемочная группа из выставочного зала. С нами на связи Хетак Плиев. Хетак, тебе слово. Добрый вечер, Лина. Да, мы сейчас находимся в выставочном зале, где завтра состоится презентация Северной Осетии. Наша делегация активно готовится к этому событию. Хотел бы сказать, что многие ждут презентации нашего региона по нескольким причинам. Во-первых, подготовлена насыщенная программа. Она раскрывает не только историю и культуру, но и туристический потенциал региона. Кстати, так и называется презентация «Хочу в Аланию». Широко представлены и наши информационные продукты, которые расскажут нашим коллегам из других регионов о предстоящих культурных, ярких событиях Осетии. Это фестиваль остинских пирогов, который состоится 25-26 сентября. А также 1100-летие крещения Алании. Эту знаменательную дату мы отметим в 2022 году. А возвращаясь к форуму, хотелось добавить, что каждый день здесь проводят разные мастер-классы и лекции. А чем они полезны?
мы попросим рассказать нашего коллегу, главного редактора журнала «Дарьял» Алана Цхурбаева. Алан, расскажите, пожалуйста, чем полезны лекции, мастер-классы, где посещаете, что узнаете новое, и чем удивляете наших коллег? Наш журнал уже в третий раз участвует в Сочинском медиафоруме, и каждый раз мы пытаемся рассказать о себе что-то новое. Завтра у нас будет большая презентация, и мы подготовили со своей стороны интересную программу. Мы расскажем о наших специальных номерах, которых в этом году у нас аж 3. Это молодежный номер, это юбилейный номер, и это номер, которого раньше вообще не было. Это номер, посвященный жанру фантастики, фантастической прозы. Вот такой мы несколько рисковый шаг сделали. Но, конечно, мы не только рассказываем о себе, мы и узнаем что-то новое, да, и нет смысла перечислять все эти семинары и мастер-классы, которые здесь проводятся в течение 5 дней. Это масса интересного в течение дня происходит здесь, так что мы получаем и для себя что-то, какой-то новый опыт, новые знания. Вы собираетесь у себя внедрять что-то, да? Конечно, нам это пригодится, да. Мы просто рады быть частью нашей большой делегации. Кстати, это самая большая делегация на форуме от нашей республики. Рады быть здесь. Спасибо. С нами был Алан Цхурбаев, главный редактор журнала «Дарьял». В принципе, на этом у меня все. Алина, вам слово. Спасибо. Спасибо, Хетак. Это было прямое включение из Сочи, а мы продолжим. В стране продолжается подготовка к выборам. Накануне с рабочим визитом в Северную Осетию прибыл член Совета при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он провел круглый стол для экспертов, волонтеров, наблюдателей, членов избирательных комиссий. Встретился с представителями общественного штаба, политических партий и кандидатами. Также посетил ряд избирательных участков. Подготовкой к решающим дням голосования в нашей республике Александр Брод остался доволен. Для нас очень важно обеспечение равенства возможностей для всех участников избирательного процесса. Уровень подготовки общественных наблюдателей позволяет профилактировать возможные нарушения, создавать благоприятную правовую доброжелательную среду для избирателей, членов участковых избирательных комиссий. Я надеюсь, что выборы в республике пройдут в правовом поле. В Северной Осетии фиксируют снижение уровня безработицы. На 1 июля текущего года он составил 4,6%. Этот показатель стал ниже на 0,3%. При этом численность официально зарегистрированных безработных упала на 15 с лишним процентов и составляет на сегодняшний день 12 960 человек. 30 сентября истекает срок временного ввоза транспортных средств личного пользования. Напомним, его продлили после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Таким образом, автовладельцам необходимо вывести транспортное средство с таможенной территории Евразийского экономического союза не позднее указанного срока, либо принять меры по выпуску автомобилей в свободное обращение, сообщили в Северостинской таможне. В случае, если будут совершены нарушения таможенного законодательства, декларанты транспортных средств будут нести ответственность в соответствии с Кодексом административных правонарушений, либо в отдельных случаях с Уголовным кодексом Российской Федерации. Также будет наступать обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. Автоинспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы управления МВД России по Владикавказу проводят профилактические мероприятия. В ходе рейда остановили транспортные средства, водители которых не имеют удостоверения и права управления автомобилем. В отношении них составлены административные материалы. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные провели с недобросовестными водителями профилактическую беседу по предупреждению нарушений правил дорожного движения. Капитан легендарного ледокола «Арктика», который первым достиг Северного полюса, герой социалистического труда. В этом году исполнилось 102 года со дня рождения Юрия Кучиева. Имя капитана легенды носит его родная 27-я школа. Сегодня образовательное учреждение посетила делегация из Санкт-Петербурга. Многие лично были знакомы с Юрием Кучиевым. С деталями Лидия Захилова. У главного входа собрались педагоги и учащиеся, представители правительства, администрации города и фамилии Кучиевых. Повод особый. Школу, которая носит имя легендарного капитана ледоколов «Ленин» и «Арктика» Юрия Кучиева, посетила делегация из Санкт-Петербурга. В
составе делегации герои соцтруда, кавалеры орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, капитаны первого ранга, жители блокадного Ленинграда. Многие из них были лично знакомы с Юрием Кучиевым. Для почетных гостей провели экскурсию по школе, выпускником которой был будущий капитан. В родной школе Юрия Кучиева практически на каждом этаже висят памятные стенды о знаменитом полярнике. А здесь, на втором этаже, находится тот самый кабинет, в котором и учился покоритель Северного полюса. В классе, где провел свои юные годы Юрий Кучиев и его дочь Татьяна Тихомирова. Для нее это особенно важно. Ведь, как рассказывает Татьяна, строгий отец мало говорил о своем детстве. Отца мы видели довольно редко, ребят, потому что папа всегда на работе. Мы знаем это. Моряки делают такое. Папа приезжает в отпуск, а поскольку работа очень-очень тяжелая, ну просто ужасно тяжелая, он хватался за голову, надо полежать. Ну то есть он лежал какое-то время. Квартира небольшая, этих детей много, они кричат, там у них детские вопросы, все такое. Вот, а потом ехал в Осетию отдыхать, между прочим. Вот, да, он, конечно, вот здорово отдыхал, потому что ему нужны были горы. Торжественная встреча продолжилась в актовом зале. Делегаты делились воспоминаниями о великом полярнике. Среди них и Татьяна Захарова, автор книги о Юрии Кучиеве «Горный орел». Их связывала многолетняя дружба. Вот когда мы с ним беседовали, подошел такой у нас разговор. Разве это когда-то, он говорит, Татьяна Михайловна, я думал, что горный мальчишка, который не видел никогда ни моря, ни рек настоящих, и вдруг своим трудом, талантом прославил всю огромную нашу страну. Почетных гостей поприветствовали и заместитель главы АМС города Владикавказа Мадина Ходова, а также представители фамилии Кучиевых. Люди, герои, они такие теплые слова находят для того, чтобы выразить свое отношение к капитану Кучиеву. На самом деле, этот человек, которого я тоже знал, был необычайной души человек. Одновременно скромность, которая была просто в воспитательных целях, можно было ее буквально демонстрировать. Очень скромный человек, и тем не менее он совершил подвиг планетарного масштаба. Он олицетворяет собой вот как раз все те добрые качества, которые народ Осетии воспитывает в себе долгие-долгие века. В подарок школе делегаты преподнесли портрет Юрия Кучиева, частичку блокадной земли Пискаревского мемориального комплекса, а также книги о блокаде. Мероприятия такого масштаба необходимы и молодому поколению, чтобы знать и помнить о подвиге человека, который первым в мире покорил Северный полюс. Лидия Цехилова, Давид Битиев. Новости Осетии. В Крыму прошел фестиваль Таврида Арт. Нашу республику представила делегация из 24 человек. В общей сложности на площадке арт-кластера Таврида собралось около 5000 человек из всех регионов России, в том числе более 1000 участников проектов платформы «Россия. Страна возможностей», проекта «Большая перемена» и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. В рамках фестиваля завершился и всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов. В этом году к защите был представлен 291 проект, 67 стали победителями. Двое из них – ребята из Северной Осетии – Людвиг Джоев и Марат Гацалов. В Северной Осетии на площадке СОГУ прошел диктант по информационным технологиям. У каждого участника был 1 час для прохождения тестовых задач разного уровня сложности. После обработки ответов сразу же скачивается цифровой сертификат участника. Цель диктанта – определить и повысить уровень цифровых знаний. Отметим, в течение суток пройти тест можно и онлайн на официальном сайте IT-диктанта. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России. Оно приурочено к тому, чтобы понять, какими цифровыми компетенциями, как базовыми, так и продвинутыми, обладает среднестатистический житель любого региона России. Сегодня в век информационных технологий стоять в стороне просто уже бессмысленно. Мы все обязаны так или иначе вступать и вклиниваться в эту науку, потому что она, можно сказать, охватила все области нашей жизнедеятельности. И поэтому, конечно же, владение информационными технологиями является ключевой на сегодняшний день. Человек, который сидит в интернете, использует браузер и прочее, вполне сможет, я думаю,
Если ты пользователь интернета и вот этого вот всего, то ты как бы будешь знать, большинство из этого. То есть довольно легкий. Во Владикавказе прошел двухдневный турнир по мини-футболу среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициаторами выступили Любительская футбольная лига России и Центр социализации молодежи. Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни и привлечение внимания к проблемам детей с ОВЗ. Пока 3 команды, у нас в будущем будет побольше команд, но пока вот это первый шаг, и вот мы пригласили 3 команды, сейчас они сыграют по круговой, потом они сыграют уже, финал будет так. А так это первая ласточка, и я как тренер, тем более мы хорошо работаем с организаторами, и мы это будем расширять, и в республике у нас где-то команд 6-7 наберется вот таких, чтобы они уже на следующий раз, они будут уже в гораздо большем объеме. Играли опытные команды, одна из них «Сириус», чемпион всероссийской спартакиады по мини-футболу. Победителей и лучших игроков ждали кубки, награды и другие призы. Жажда скорости и любовь к мотоциклам. Во Владикавказе прошли соревнования по мотокроссу. Участниками Кубка СКФО и Кубка главы республики стали спортсмены из 15 регионов России. Мотоциклистов разделили на несколько категорий. В течение 15 минут каждому нужно было преодолеть трассу с препятствиями разной сложности. О результатах в материале Батраза Дзагурова. Дима Кариков в 12 лет уже профессиональный мотоциклист. Признается, выбор был очевиден. Гонками занимается вся его семья. Отец даже построил в родном Сочи трассу. Там мальчик с 8 лет оттачивает свои навыки и готовится к соревнованиям. Дима уже побеждал на Кубке СКФО в своей возрастной категории. Идея была папина. Он мне предложил, сказал, давай ты будешь заниматься. То у нас семья мотокроссменов, а ты ничем не занимаешься. И я решил, что буду заниматься. Недалеко от поселка находится трасса, папа ее сделал. И мы каждые выходные ездим там и тренируемся. Там она глинистая, тяжелая. Больше километра длиной. Такая сложноватая. Дима – один из участников проходящего в Владикавказе Кубка главы республики и Кубка СКФО по мотокроссу. В турнире участвуют как дети, так и взрослые. Их мотоциклы отличаются большей мощностью двигателя. Спортсмены приехали из 15 регионов страны. Среди них несколько мастеров спорта и чемпионов России. Сейчас идут последние приготовления перед гонкой. Все спортсмены стоят возле своих мотоциклов. Самое главное – проверить настройки и измерить давление в шинах. Кубок СКФО проходит ежегодно. Последние 4 раза проводился в Северной Осетии. Здесь сложная трасса с 20 препятствиями в виде крутых подъемов. Гонки длятся 15 минут. Участвуют более 80 спортсменов. Их поделили на 9 разных категорий. Спортсмены награждаются у нас кубками, медалями, предоставленными организатором Министерства спорта. Кадохов Аркадий Кириллович, меценат сегодняшних соревнований, он почетный президент Федерации автомотоспорта Республики. Также денежными премиями, вымпелами, памятными с изображением главы нашей республики. Так что такие призы. У организаторов были опасения относительно погодных условий, но, к счастью, дождь так и не пошел. Спортсмены сумели выжать максимум из своих мотоциклов, а зрители сполна насладились ярким зрелищем. Батраз Загуров, Алана Бзыкова. Новости Осетии. Это была информационная картина уходящего дня. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.